Але коли ми, наприклад, говоримо про півострів Крим, так, тобто там росіяни вони знайшли колаборантів, які з ними пішли на співпрацю. І на вашу думку, чи не поспішно зробили ці всі речі, наприклад, той самий Віталій Нахлупін, якщо це правда, що він є причетний до махінацій з державними тендерами навколо дорожніх тендерів, точніше бути, що не зробив він поспішні виводи, що, мовляв, якщо він пішов на співпрацю з російською владою, то йому можна бути нечистим на руку. І, мовляв, йому все проститься, тому що, все-таки я ж виступив за те, щоб Крим був анексований, і там я працюю. Розумієте запитання, так? Да. Предатели не только очень подлые, но еще и глупые люди. Потому что любой предатель, если бы у него было бы немного мозга, мог бы понять, что для оккупанта коллаборант – низшая каста. Это люди, которые первые будут пущены в расход при любых обстоятельствах. Физически, в судах. У них нет таких крыш, как у других людей, которые присланы из Москвы. Они расходный материал. Поэтому крымские СБУшники, предавшие Украину, едут в Магадан, продолжают свою службу там и в Забайкале. Их не считают за людей, равных тем, кто прибыл, прикомандирован Кремлем из России. Поэтому, что хотели, то и получают. Если кого-то надо для картинки посадить, или же отогнать от корыта, потому что еще какой-то коллаборант к корыту лезет. Но хорошо, Аксенову лично Путин дал ярлык там на книжение этому гауляйтеру. А что же каждая мелочь, которая там, может быть, водку с Аксеновым пила, подносила ему огурец и уже имеет право воровать, до определенного момента, наверное, да, помешал кому-то в расход. Предатель не человек. И не только для своей страны, но и для той страны, в пользу которой він совершив предательство. А на вашу думку, це взагалі показове затримання, все ж таки заступник очільника Криму, так в лапках? Посада достатньо высока. Им же надо стравливать пар, с одной стороны, показывать, что они там, потому что все же видят, что все разворовывается на всех уровнях, да, с одной стороны. Но с другой стороны, может быть, вполне прозаичная вещь, просто человек взорвался, почувствовал себя, так сказать, сцену себе неправильную составил, в чем-то перешел, может быть, дорогу Аксенова, прогневал его, не подал не тот огурец, не вовремя, под локоть попался. Не жалко таких, понимаешь? И это их судьба такая. Один, другой, третий. Да там уже много, просто не всех сажали. Многие же просто выгоняли, такие же коррупционеры, просто по милости гауляйтера их не сажали по тем или иным причинам. Этот тоже может не сесть. Могут отпустить, замять дело, отдаст бабло кому надо и так далее. Я-то наоборот за то, чтобы таких людей было больше, чтобы российское и коллаборативное это варье в Крыму чувствовал себя как можно вольготнее и воровал как можно больше, нанося ущерб бюджету оккупационной страны.